Здравствуйте! В эфире канала «Новый век». Выпуск новостей. В студии Анастасия Маслова. Вот о чем поговорим и что расскажем сегодня. Дорога федерального значения. Журналистам рассказали о новых технологиях и сроках проведения ремонтных работ на трассе М-54. Мастер-класса от профессионала. Известный журналист Хинчикара Мангуш поделился секретами успеха со школьниками. Когда камень оживает. В Доме народного творчества состоялся республиканский конкурс-выставка камнерезного искусства. Об этом и не только подробнее. Трасса федерального значения М-54 является практически единственной дорогой, которая связывает Туву с другими регионами России. Поэтому на ней круглогодично дорожниками ведется огромный объем работы. На встрече с журналистами начальник управления дорогами М-54 Енисей Андрей Кок рассказал о новых технологиях, которые буквально на днях прошли испытания, и сроках проведения ремонтных работ на участках Кызыл, Чадан, Хандагайты, госграница. Весенние ремонтные работы традиционно начинаются с начала мая. Однако в этом году и погодные условия, и объемы сподвигли дорожников начать работу на месяц раньше. По словам начальника УПРДОР Енисей, в этом году в общей сложности планируется отремонтировать 111 километров федеральной трассы. Поставлена задача перед Росавтодором довести до 84%, чтобы все федеральные дороги были в нормативном состоянии. Кроме того, с изменением ветки федеральной трассы с юга на западную часть республики управлению предстоит поставить фонарные столбы в населенных пунктах Сукпак, Усть-Элегест, Шаганар, Агдуру, Чадан, Сулчур и Хандагайты, которые считаются особо аварийными. Также в проектные работы входят и мосты, которые не ремонтировались на протяжении долгих лет. Один год, чтобы не потерять, это 17-й год. Было решение Росавтодора сделать это на сумму 478 миллионов рублей, отремонтировать 55 километров. И также здесь, по этому участку, самые такие участки сейчас мы планируем, сейчас сделать проектные искательные работы, мы объявили, и дополнительные капитальные ремонты. На сегодняшний день уже ведутся работы в Кызыльском районе. В ходе ремонта дорожники продолжат новое асфальтобетонное покрытие и стабилизирующие добавки, которые, по словам начальника отдела качества управления Анастасии Болдурол, самовосстанавливаются. На сегодняшний день уже отремонтировано 30% отрезка дороги. Сложности-то, в общем-то, нету. Выравнивающий слой и 5 сантиметров ШМА будем ложить, скорее всего, со следующей недели. Помимо этого, в этом году также планируется ремонт участка федеральной трассы рядом с городом Туран, где будут установлены фонарные столбы и шумозащитный экран. И за этот год в новом западном направлении автодороги будут отремонтированы 55 километров. Так, по планам управления федеральной трассы М-54 за 2-3 года участок автодороги Кызыл-Хандагайты будет отремонтирован полностью. Чингис Самбуга, Ирис Хавалык, телеканал «Новый век». Владимир Путин поддержал создание системы продвижения российских товаров на внутреннем рынке, которая могла бы существовать наравне с механизмом поддержки экспорта, сообщает ТАСС. Президент России высказался за развитие производства органических продуктов в стране. По мнению Путина, органическая сельхозпродукция – это очень перспективное направление, от которого зависит здоровье нации, так как все эти химические добавки, пестициды и так далее в конечном итоге вредят и будущим поколениям. Вопрос в том, чтобы сделать такую продукцию доступной, работать над ценами, а для этого нужно создавать условия для развития подобного вида направления деятельности, сказал президент. Он отметил, что у проекта соответствующего закона завис, его нужно рассмотреть в Думе и принять. Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета Российской Федерации или государственных внебюджетных фондов. Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 года карты МИР будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту МИР до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года. Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Он также обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 миллионов рублей, обеспечить прием карт МИР. Эта обязанность наступит после 1 октября 2017 года. И о курсах валют. Доллар стоит 55 рублей 85 копеек, а евро 60 рублей 79 копеек.
Туве создан дискуссионный клуб молодых ученых «Есть идея». Общероссийская общественная организация молодых ученых создана в 2005 году. В нашей республике ее отделение появилось 5 лет назад. Цели, которые преследует Союз, прежде всего, это популяризация науки среди населения и помощь молодым специалистам. Как рассказал нам руководитель клуба, молодой ученый должен уметь провести научные исследования, грамотно представить материалы, подготовить на их основе кандидатскую диссертацию. Тему продолжит Диана Баян-Багус. Подумаешь, оказывается, ну действительно, а не надо там искать какие-то большие средства, достаточно вот подойти по такому пути. На сегодняшний день актив общественной организации молодых ученых состоит из 30 человек. Как поделилась руководитель клуба Валерия Кан, на занятиях, которые проводятся молодым специалистам, рассказывают, как правильно написать статью и провести исследование, как найти средства для реализации научного проекта. Немногие знают, что в России есть несколько фондов, инвесторы, которые оказывают финансовую поддержку в виде грантов. 12 апреля состоялся первый телемост между Советами молодых ученых Республики Тыва и Хакасии и Горного Алтая. В ходе беседы выяснилось, что очень много аналогичных мероприятий, которые преследуют цели по популяризации науки, также помощи молодым ученым в их исследованиях. Проблема в том, что иногда бывает не хватает оборудования, для проведения каких-то исследований, аналитических опытов. Планируется увеличить число молодых ученых в республике и привлечь с помощью клуба активных и неравнодушных граждан к решению общих проблем. Молодые ученые проводят исследования по разным темам, начиная от социально-экономической, заканчивая экологической. Радует и то, что на заседании клуба может участвовать каждый житель Тувы. Практически каждый ученый в своей теме учитывает этот эффект, то есть чтобы вот его исследование, оно принесло конкретный результат для нашей республики. К примеру, исследование Григория Мангуша «Альтернативные источники энергии». Более 10 лет ученые проводят исследования по углю, разрабатывают установку для переработки каменного угля с созданием кокса и новых углеродных материалов. По этой теме им написано немало научных статей в ведущих научных журналах. Сегодня Григорий Мангуш занят внедрением альтернативной энергии солнечных батарей. Это исследование он проводил в течение года. Как результат, одна чабанская стоянка активно использует технологию молодого ученого. Написал проект, где представил на интеллектуальное золото Евразии, это было сентябрь 2015 года. Далее уже дальше еще изучал рынок, пришел к выводу, что в настоящее время отечественные производители надежнее, чем китайские, но пока у них цены в 3 раза больше. По сей день те, у кого нет электрической сети, используют дизельные генераторы, а солнечные батареи подключают к автомобильным аккумуляторам. Через несколько лет такое неправильное использование оборудования приходит в негодность. Григорий предлагает использовать его научно обоснованную технологию подключения солнечных батарей, чтобы оборудование служило людям долго и качественно. Сюда можно подключить 3 панели по 200 Вт, 24 вольта. Далее вот это вот для удобности, для параллельного 3 панелей нужны коннекторы. Следующее собрание клуба молодых ученых состоится 28 апреля в 3 часа дня в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел. На нем будут обсуждать идеи и проекты по экологии. Ведь клуб создан и для того, чтобы исследования молодых ученых не просто остались на стадии обсуждения, а нашли применение жителями и служили во благо республики. Диана Баян-Багус, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». Универсальный журналист – человек, который никогда не расстается с фотоаппаратом, владеет русским и тувинским в совершенстве, сам пишет, сам иллюстрирует свои материалы. Хинчикара Мангуш – редактор газеты «Вести Кызылского Кажуна», журналист с богатейшим опытом работы и член Союза журналистов Тувы с 1975 года. У кого, как не у него, учиться профессиональному мастерству решили в Союзе и организовали мастер-классы от профессионала для начинающих журналистов. Место встречи тоже знаковое – общественная библиотека Союза журналистов Тувы. В библиотеке нет свободных мест. Воспитанники Центра Анны Як по профилю журналистика, их преподаватель, член межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику Виктория Лачугина, не могли пропустить эту встречу. Беседа началась со знакомства с региональным отделением Союза журналистов, его председателем Эльвирой Лифановой, заместителем председателя Надежды Антуфьевой, ну и, конечно, с героем встречи. Хинчикара Сардыевич Мангуш, наш ветеран Союза журналистов. С какого года он в Союзе журналистов? Сейчас я проверяю, насколько вы хорошо познакомились с его очерком.
Хинчикара Мангуш – один из немногих выпускников Московского государственного университета из Тувы. Его он окончил в 1974 году и практически сразу вступил в союз журналистов. Работал в печатных изданиях, на телевидении и уже много лет возглавляет газету «Вести Кызылского кажуна». Является членом гильдии межэтнической журналистики. За столько лет работы, говорит Хинчикара Сагдыевич, для себя определил формулу успеха. Донести и научить этому подрастающее поколение – главная задача встречи. В первую очередь журналист должен быть любопытным, потом трудоспособным, мобильным и всегда стремиться к тому, чтобы не отставать от событий, от жизни. То, что Союз журналистов Тувы организовал такую встречу, очень важно, говорит мастер слова. Живое общение профессиональных журналистов и начинающих не заменят учебники. Такой обмен опытом отчасти и есть подготовка будущих кадров. Школьники получили советы, а Хинчикара Мангушу на память о встрече подарили главное орудие труда журналистов. В благодарность за эту встречу в библиотеке Союза журналистов Тувы разрешите мне вам, самому первому из всех журналистов, вот эти ручки только изготовлены, фирменные ручки журналиста, на которых написано «Помни о вечности. Союз журналистов Тувы». И вы, Хинчикара Сагдыевич, наш ветеран, первый обладатель этой символической ручки. Прошу вас. Анастасия Маслова, Баян Аюн, телекомпания «Новый век». Прервемся на рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Эй, пап, ты чё завис? Мы не в интернете. А цены как в интернете. Дачные скидки в РБТ.ру. Так, настольная газовая плита Дарина всего за 1490 рублей. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель. От эскиза до установки. Из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. Кызыл, Аюна Курседи, 54. Осторожно, клещи! В Туве уже зарегистрированы случаи укуса насекомыми. Насколько это опасно и как себя уберечь, нам расскажет заведующий эпидемиологическим отделом кожвендиспансера Артыш Мангуш. Здравствуйте. Здравствуйте. Так сколько сегодня уже зарегистрировано случаев укуса? По данным еженедельного мониторинга за заболеваемостью инфекциями, передающимися клещами, зарегистрировано 165 случаев, 165 обращений в лечебно-профилактические организации по поводу укусов клещами. Есть ли среди них случаи именно клещевого энцефалита, чего так все боятся? У нас уже зарегистрирован один случай клещевым вирусным энцефалитом у учащегося 9 класса села Шамбалых Кызыльского района. А сколько вообще за год регистрируется? Насколько большая эта цифра? Я вот знаю, что за 2016 год зарегистрировано 2058 обращений по поводу укусов клещами. Но это вот год от года такая цифра, она, да? Или как-то все-таки все равно динамика положительная есть? Если по статистике посмотреть, то примерно такая же цифра выходит. Главное средство защиты, пожалуй, от укуса клещей – это прививки. Как проходит кампания по вакцинации? По данным оперативного мониторинга, на 23 апреля иммунизировано против клещевого энцефалита 5624 человека. Из них 5478 детей, то есть 97,4%. И 146 взрослых привиты. Но она же проходит в несколько этапов, да? Да, вакцинация против клещевого энцефалита проходит в нескольких этапах. Первую вакцинацию уже надо получать с осени, потом через полгода вторая вакцинация и через год ревакцинация. А вот сейчас весной до какого времени можно еще сделать прививку успеть? Весной? Да. То есть вот сейчас уже с апреля она началась, да, насколько я знаю? Да, это уже, и до лета, это уже вторая вакцинация. А, это уже вторая, да? Да. Угу. И до лета она будет действовать, можно будет сделать.
А где можно будет сделать прививку? Прививку можно сделать в поликлиниках города Кызыла и в ЦКБ. Она бесплатная или платная? Вакцина не бесплатная, к сожалению. Из-за недостаточного финансирования приходится людям самим покупать вакцину против клещевого энцефалита. Также работодатель обязан организовать и провести вакцинацию своим работникам. Давайте еще раз расскажем, многие, наверное, знают, но тем не менее, еще раз расскажем нашим телезрителям, насколько опасен клещевой энцефалит и почему действительно нужно все-таки сделать прививку, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с такими проблемами со здоровьем. Клещевой энцефалит – это тяжелое заболевание с преимущественным поражением нервной системы человека. Последствия могут быть разнообразные, от выздоровления и до инвалидизации и смерти. Поэтому надо прививаться. А насколько важно в этом случае вовремя обратиться к медикам? Если, например, вот человек гулял на природе, укусил его клещ, он самостоятельно от него избавился и забыл благополучно. А может ли болезнь потом уже себя как-то проявить? Может проявить. Если присосался клещ, надо сразу же обратиться в лечебно-профилактические организации. Ни в коем случае клеща не надо выбрасывать. В ФБУЗе, Центр гигиены и эпидемиологии, есть вирусологическая лаборатория. Там клеща смотрят на носительство вот этого вируса. Вот. И уже делается экстренная профилактика, то есть вводится иммуноглобулин. Бывали ли такие случаи, когда человек оставался инвалидом после укуса? Да, у нас бывали такие случаи. А вот помимо прививки, как можно себя уберечь? Сейчас как раз пора начинается, когда люди будут выезжать на природу, отдыхать. И, наверное, эти рекомендации им пригодятся. Все просто. Надо соблюдать правила поведения на опасной в отношении клещей территории, проводить и взаимоосмотры каждые 10-15 минут, носить яркую одежду, чтобы сразу же заметить клеща и убрать. Средства защиты какие-то с собой не забывать, да? Обязательно. Без них тоже никак. Без них тоже никак. Репеллентами надо пользоваться. Ни в коем случае в футболках и так далее, в лесных массивах бегать тоже нельзя. Чтобы все части тела были закрыты. Да, абсолютно верно. Спасибо. А я напомню, сегодня мы беседовали с заведующим эпидемиологическим отделом кожвенодиспансера Артышем Мангушем. В рамках празднования столетия Хиртека Тайбуха в Доме народного творчества состоялся республиканский конкурс-выставка камнерезного искусства. Как известно, нынешняя современная резьба по галльметаллиту пошла именно от Хиртека Тайбуха. Последователи мастера, молодые камнерезы, представили свои работы на конкурсе выставки. Любовалась ими и наша съемочная группа. Шкатулка с секретом. Я вам покажу сейчас. Посмотрите. Открывается. Это шкатулка, это юбка. Борьба горных козлов, красный обоз, шаман на страже, хуреш, драконы, верблюды. И это лишь малая часть работ камнерезов. В конкурсе участвуют сотни работ мастеров от мала до велика. Это работа козерог. Мне посоветовали сделать учитель. А эту работу меня вдохновила поездка за мамонтом. Были раскопки, и я решила сделать такую работу, чтобы на память об этих раскопках. А эту работу я решил ее разнообразить, свой мир работ, поскольку там были только животные из Тувы и не было никаких мифических существ. А это вот грифон, это из мифов Древней Греции. А вот Намсуэ Релчин тоже увлеклась камнерезным искусством. В ее коллекции работ есть несколько изделий. Пока научилась делать только диких животных. На достигнутом не остановлюсь, восклицает юный камнерез. И я подошла к своему руководителю и спросила, что за кружок это, а можно ли мне записаться? И все такие смотрели, ну ты как бы девочка, может не стоит? Ну, меня это заинтересовало, и все же я начала там туда ходить и заниматься.
Среди работ можно увидеть фигуры и каменные изваяния Кангарола Андары, а также Сергея и Ларисы Шойгу. Как поделились члены жюри, в конкурсе участвуют действительно достойные работы, но есть замечания. Очень хочется предостеречь художников, чтобы они не копировали друг у друга. Ну, понятно, что это ученические работы, но иногда мастера даже показывают работу, копию. Потом, знаете, вот нас очень насторожило, вот лично меня, например, я не знаю, как другие члены жюри, но вот эта вот скифская тема, понятно, что она важная для Тувы, да, это наш знак такой, бренд, но скифская тема постепенно внедряется в традиционное камнерезное искусство и выталкивает традиционные образы животных, и появляются олени с этими большими-большими рогами, понимаете? Поэтому здесь тоже нужно как-то очень аккуратно, очень осторожно. Как говорят члены жюри, сделать выбор очень сложно. Лучшие работы будут номинированы на традиционность, художественный образ и качество исполнения. Именно об этом и мечтал великий мастер Хертек Тойбуха. О том, чтобы работы его последователей будут играть в свете глаз наблюдающих. Диана Баимбугусерес-Ховалы, телекомпания «Новый век». Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». Правительство Тувы начинает прием документов от молодых специалистов для прохождения стажировок. Молодые люди до 35 лет смогут пройти стажировку в администрации главы Республики Тыва и региональном аппарате правительства, органах исполнительной власти республики после участия в конкурсе. Прием документов осуществляется Департаментом по вопросам государственной службы и кадрового резерва до 14 мая 2017 года включительно. К участию допускаются граждане России, имеющие высшее образование и владеющие государственным языком Российской Федерации. Список документов, необходимых для подачи в конкурсную комиссию, представлен на сайте республиканского правительства gov.tuva.ru. В Кызыле продолжаются субботники по благоустройству города. Массовая уборка от мусора территории и улиц продолжится до 10 мая. Работы по озеленению столицы региона запланированы до середины мая. Ежедневно в Кызыле высаживают по 140 саженцев и кустарников. 400 деревьев посажены на аллее поколений. Работы по озеленению столицы региона прошли на улицах Московская и Магистральная. Посажены 140 сосен крупномеров. На улице Красных Партизан посеяли траву. Всего в Кызыле высажены 784 дерева. Это 416 полутораметровых сосен, 326 полутораметровых берез и 42 боярышника. По всей стране сегодня проходит всероссийская акция Общественного совета при МВД России «Проверь правознание». Она направлена на привлечение внимания к вопросам правовой грамотности и повышение правовой культуры подрастающего поколения. Сегодня акция проходит во многих школах и колледжах в разных городах страны. В организации тестирования примут участие члены общественных советов, юристы, сотрудники органов внутренних дел и представители системы образования. На официальном сайте МВД России, на сайтах территориальных органов и вузов ведомства каждый желающий сможет сегодня ответить на вопросы тестов в режиме онлайн. Производство алкогольной продукции в регионах Сибирского федерального округа увеличилось на 42%, сообщает Управление Росалкогольрегулирования. По их данным, больше всего в Сибири выросло производство водки. Рост составил 58%. Руководитель управления Алексей Крупин отметил, что такой большой рост связан с внедрением системы ЕГАИС, в связи с чем у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь, а соответственно возрастает потребность в легальных напитках, сведения о которых зафиксированы в ЕГАИС. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, достигла исторического максимума за время социологических измерений с 1990 года. Сегодня так говорят 85% наших сограждан, а главными причинами своего счастья называют семью, детей и крепкое здоровье. Следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Всероссийский опрос был проведен с 31 марта по 2 апреля 2017 года среди почти 2000 респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%. Высокий процент счастливых социологи зафиксировали во всех социально-демографических группах. Все больше кызылчан становятся счастливыми обладателями сертификатов от ресторана гостиничного комплекса «Буян-Бадыргы». А все благодаря радиоквесту «Замес майонез», который выходит в обеденное время на «Голос Азии». На этот раз замес на Первом республиканском радио проходил в самом центре города. Где именно ведущие спрятали сертификаты в ресторан, предстояло вычислить с помощью загадки. Слушателя, который быстрее остальных справился с заданием и приехал на задуманное место, мы увидим прямо сейчас. Замес майонез.
получите, пожалуйста, ваш подарок. В подарок победитель получил 2 сертификата на бизнес-ланч от ресторана «Буян-Бадыргы» на Московской 1. Именно там проходит акция «Каждый 5-й ланч бесплатно». Подробности вы узнаете в ресторане «Буян-Бадыргы» или слушайте в эфире радио «Голос Азии». Самое время узнать, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Завтра в Кызыле ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью +3, +6, днем +17, +23. Ветер 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 716 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода облачная, без осадков. Температура воздуха утром +6 градусов, днем +9, +14. В Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром +6 градусов, днем +9, +13. На Полке погода пасмурная, временами моросящий дождь. Ветра нет. Температура воздуха утром +5 градусов, днем -2, +3. В Танзибее пасмурно, временами дождь. Температура воздуха утром +7 градусов, днем +5, +10. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Если что-то пропустили, ищите выпуск новостей на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо за внимание и всего вам доброго.